Я убежден, что для России, для всех граждан Российской Федерации далеко не безразлично то, что происходит в Кыргызстане. Наши народы всегда жили вместе, жили как братья, и когда у брата дома беда, оставаться равнодушным просто безнравственно и недопустимо. Нужно вместе, в каждой нашей стране, в каждой республике бороться за честность и справедливость, за то, чтобы выборы отражали волю народа и за то, чтобы избирались люди, которых можно и нужно верить, которые будут не только говорить правильные вещи, но и делать все, чтобы мы жили лучше. А жить лучше мы сможем только сообща. Не случайно Кыргызстан, Российская Федерация состоят в Евразийском экономическом союзе, состоят в договоре о коллективной безопасности. И вообще наша экономика, наша культура, наше национальное самосознание – это наше общее достояние. Поэтому нам важно, чтобы как можно быстрее в Кыргызстане прошли честные, достойные выборы, и республика стала выбираться из той трудной политической, экономической ситуации, в которой находится. Что ни говори, я много раз бывал в Бишкеке, в других городах, районах республики, и далеко не только на Иссык-Куле, и официально, и неофициально. Знаю многих государственных деятелей, политиков, общественных деятелей. Для меня почетно быть доктором или профессором ряда ваших университетов. Я искренне надеюсь, что сегодня пришла эпоха перемен к лучшему. И зная, например, Адухана Мадумарова, как выдающегося государственного деятеля, у него один недостаток – он слишком честный. Он не имеет за спиной тех скелетов в шкафу, которые позволяют дергать им за ниточки, заставлять делать вредные для республики дела. Поэтому я убежден, время таких политиков пришло. И, конечно, для меня точка зрения моих друзей из Конгресса интеллигенции Кыргызстана важна. То, что они высказались в поддержку Адухана Мадумарова, это говорит о том, что это не только мое личное впечатление, это настроение людей, которые знают, что такое государство, как важно, чтобы государством управляли профессионально грамотные, умело делающие дело люди. Могу пожелать только всем нашим соотечественникам, гражданам Республики Кыргызстан, чтобы они не остались дома, а пошли отдали свои голоса за тех кандидатов или за того кандидата, который сможет решить успешно их проблемы. Дай Бог, чтобы и в Российской Федерации, и в Кыргызстане начались перемены к укреплению нашей общности, повышению благосостояния жизни наших семей и к укреплению стабильности не только на послесоветском пространстве, но и в мире. Коронабесие должно закончиться. К поражениям глобальных управленцев, укреплением наших государств и выздоровлением народов.